58 дней до Дня Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей наши корреспонденты знакомят зрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу. Есть и те, кто борется до сих пор в мирное время, только уже за достойную старость. Ветеран Великой Отечественной войны из Белорецкого района претендует на новое жилье. Магадей Бекбаевич живет в старом доме, который когда-то возводил сам. В одноэтажной постройке нет ванной и канализации. За дедушкой ухаживает внучка и помогает маленький правнук. Как живет ветеран, лично увидела моя коллега. Давай топить! Вместе с правнуком Магадей Бекбаевич доедает юбилейный торт. Ветеран Великой Отечественной войны отметил в этом году свое 95-летие. Маленький Денис характером очень похож на дедушку, такой же упрямый и со своим мнением. Магадей Абсалямов очень хотел учиться и ходил в школу по 30 километров. Все потому, что его семье пришлось переехать в другую деревню. Папа был муллой. За веру его посадили, а мальчика с мамой оставили без крыши над головой. Их выселили из родного дома. Дом-то конфисковали, продавали. Как в город пойду, дом посмотрю. Туда ходишь, я лишний. Сын его толкает, держит, обижает. Но я себе обижаться не давал. В 44-м Магадей Бекбаев ушел на фронт добровольно. Сначала даже не пускали. Принял присягу и попал на фронт. Стал телефонистом. В дни масштабных наступательных операций он отвечал за бесперебойную связь маршала Конева с войсками. Приходилось взбираться на высокие телеграфные столбы. Работали без страховки. Победу встретил в Варшаве. Связи нету. Обязательно здесь автомат, а здесь аппарат. Лазить надо. Да. Иногда двое ходили, иногда одному придется. Обязательно подключишь, разговариваешь. После войны он женился и начал строить свой дом. В 1956 году заселились. Здесь живет и по сей день. Сегодня Магадей Бекбаевич претендует на новое жилье. Ветеран обратился в администрацию, чтобы поставили на учет как нуждающегося. Ванная или душа в стареньком частном доме, конечно же, нет. Есть баня, но на улицу зимой Магадей Бекбаевич почти не выходит. К 95 годам ступеньки стали одним из главных врагов. К тому же еще и скользко, на улице лед. Так что тропинка всего в несколько метров становится почти невыполнимой задачей. Приходила межведомственная комиссия. В их полномочиях только осмотр внешнего вида постройки. И по их мнению, жилье оказалось пригодно для 95-летнего ветерана. В администрации отвечают, требуется экспертиза. Он должен подать заявление и приложить ряд документов к этому заявлению. Одним из важных документов, который там должен быть, это заключение специализированной организации о состоянии конструкции дома. Это заключение стоит определенных денег. Ну, так как мы понимаем, что ветеран, лишних денег на то, чтобы делать заключение, у него нет, в связи с этим мы это возьмем на себя. Результаты экспертизы могут быть готовы через 2 недели. После еще комиссия, заседание, принятие решения. Все это может занять не 1 месяц. Это если специалисты постановят, что жилье аварийное. Магадей Бекбаевич сейчас живет в деревянном доме без удобств с внучкой и правнуком. Родные надеются, что дедушка успеет пожить в комфорте. Ведь всю жизнь он только и делал, что боролся. За крышу над головой, за знания и за жизнь. Свою, родных и всех земляков. Он пережил почти всех своих врагов. Он все присягу принял. Служу в Советском Союзе. Лилия Курбанова, Вадим Исламов. Новости. Белорецкий район.